Сыктывкаре мастер-классы проводят педагоги дополнительного образования КОМИ. Все они участники республиканского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Конкурсантам за 4 дня необходимо пройти индивидуальные и групповые испытания. Новые идеи оценила и Анастасия Тюрнина. «Матрица идей проектов» – это мастер-класс Марины Артеменко из Кайгородка. Она знакомит коллег с полюбившимся методом дизайн-мышления. О нем педагог дополнительного образования узнала на обучающем семинаре. Чтобы реализовать проект, надо найти идею. Эта матрица помогает выбрать самую лучшую. У меня дети, они маленькие еще, возраст детей 9-10 лет. И поэтому сложные какие-то социальные проекты мы пока разрабатывать с ними не можем. Но мы работаем над фантазийными такими проектами, потому что у нас кружок по лего-конструированию. И вот на мастер-классе я говорила, что ребята предложили очень хорошую идею по борьбе с борщевиком. Они придумали робота, с помощью которого можно уничтожить этот борщевик. Предложили свои идеи. Понятно, что сейчас такого робота нет, но они уже задумываются о том, что этого робота можно придумать в дальнейшем. Может ли человек полностью пройти в отверстие форматом А4? Вот вопрос мастер-класса Никиты Хатемова. Казалось бы, задача нереальная. Но некоторые участники группы поддержки творят чудеса. Разрезают лист и пожалуйста. Показать педагогам, стоящих в фокус-группе, в том, что мой метод опыт эксперимента, он эффективен, он позволяет замотивировать детей, дать им интерес, и что информация, которая получена с помощью метода эксперимента, она останется в памяти ребенка на долгие годы. Этот метод педагог дополнительного образования из Сыктывкара использует на занятиях по паперкрафту. Это 3D-моделирование из бумаги. Дети часто не знают о свойствах бумаги, поэтому эксперимент им в помощь. Как, например, и этот. Сотовый телефон А4 удерживать может, но только если создать ребра жесткости. Такого рода мастер-классы – это высокий уровень образования, говорят эксперты. Главное – обобщить свой опыт и обучить этому коллег. Это очень нелегкая задача, причем довольно сложная задача обучать взрослых, в отличие от детей. И действительно, конкурсанты стоят перед сложной задачей. И, соответственно, мы должны все эти их навыки просмотреть, как взаимодействуют с аудиторией, насколько удается вычленить опыт и обучить других, насколько потом они эффективно отвечают на наши вопросы, как это связано с программой, как это связано с их опытом. Очень много всего. В этом году конкурс проходит под эгидой Года педагога и наставника. Мастер-классы – это новое испытание. Как говорит об этом практика, такой опыт, который передан из уст в уста, показан, продемонстрирован на практике здесь, сейчас, буквально за 20 минут, он, как правило, оставляет глубокий след в сердце участника. И мы выражаем надежду, что те педагогические находки, новые идеи, будут использованы педагогами Республики Коми в своей непосредственной педагогической практике. Среди наставников есть и молодые педагоги. У одного из них опыт работы всего-то 1,5 года, а его коллега Вячеслав Мяндин воспитывает юных армейцев чуть больше 3 лет. У меня начальная военная подготовка, как можно понять по форме, Но дети у меня с 8 до 17 лет, то есть дети у меня разные. С начальными классами тяжелее, но приходят пока такие веселые, такие непослушные, а к концу уже 3-го, 2-го обучения они уже ответственные, уже маршрут слушаются, многие меняются. И очень много работаем с детьми, которые стоят на учете. Потом после наших занятий детей снимают с этого учета, дети начинают быть более благоразумными, скажем так. Еще одно новшество конкурса – решение педагогических кейсов. Но эту задачу организаторы пока держат в секрете. Испытания для конкурсантов впереди. Анастасия Тюрнина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.